Легко ли быть татарином? Фрагменты из книги Рафаэля Хакимова. Выпуск 31. Татарский абрис герба России. Цитата. Чем меньше люди знают, тем обширнее кажется им их знание. Жан-Жак Руссо. Однажды мне на день рождения подарили разбитый кувшин с кладом золотоордынских монет. Я отдал материал на экспертизу. Оказалась подделка. Однако я храню эти монеты, поскольку с тех пор на черном рынке археологических находок появилось такое количество подлинных вещей, что подделывать дороже обходится. Теперь подделка стала ценнее, чем оригинал. За последние годы черные копатели вооружились современными приборами, и рынок просто завалили артефактами. Грустно, но бороться с этим крайне сложно. Среди подлинных монет Золотой Орды особо примечателен чекан Джанибек-хана, XIV век, с двуглавым орлом. Откуда появился этот образ в Орде, трудно сказать. Он встречается еще у хеттских царей, затем в Римской империи. Константин Великий ввел новую эмблему черного двуглавого орла на золотом фоне, символ власти императора над Западом и Востоком. Этот герб сохранился и как герб Византийской империи. Герб Ивана Грозного сильно напоминает двуглавого орла с монеты Джанибека. Правда, на нем появились две короны – честь взятия Казанского и Астраханского ханств. Впоследствии появится третья корона в честь покорения Сибирского ханства. Стандартная версия появления двуглавого орла гласит, будто Софья Палеолог, выйдя замуж за Ивана III, привезла с собой из Византии герб России. Пусть будет так. Но много раньше монеты Джанибека с двуглавым орлом звенели в кошельках у русских. В скобках заметим, так русских называет Хакимов, хотя это были просто московские люди, наверное, в то время. Если даже на самом деле Софья привезла этот символ, то для русских это не было диковинкой. Где Византия и где звонкие монеты? Рассудите сами. Не должно смущать, что монета Джанибека медная. В ходу были и серебряные монеты, данга. Наличие медных разменных монет указывает на очень стабильную финансовую систему и интенсивную торговлю. Их номинал гарантировался не самой стоимостью меди, в отличие от серебряных и золотых монет, а государством, и это могло произойти только при очень развитой экономике. В период правления Михаила Романова в гербе появляются изменения. У орла высоко подняты вверх и полностью раскрыты крылья. Позже Петр I на крыльях размещает гербы великих княжеств и царств. На правом крыле были помещены щиты с гербами Киевского и Новгородского княжеств, а также Астраханского ханства. На левом крыле Владимирского княжества, а также Казанского и Сибирского ханств. Многие черты Петровского герба сохранились до сегодняшнего дня. Какие бы перипетии не испытывал герб при разных монархах, неизменными оставались три короны и гербы трех татарских ханств. Значимость татарских ханств отразилась и в титулатуре монархов. Сокращенная форма титулов гласит: «Божию поспешествующую милостью мы, н.н. император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсониса Таврического, царь Грузинский, великий князь Финляндский и прочее, и прочее, и прочее». Киев
титулатуре присутствует. Но не с него начинается перечисление, а с Москвы. Киевская Русь имеет отношение к России в силу принятия православия славянами. И только. У Киева и России географическое, хозяйственно-политическое и этническое содержание совершенно различно. Так называемое воссоединение России и Украины в XVII веке не несет никакой смысловой нагрузки, кроме идеологического штампа. Это было присоединение Малороссии, развивавшейся в рамках Литвы и Польши, к Московии. Вследствие этого становится понятной и нынешняя ситуация с Украиной, которая не желает оставаться с Россией, а вот татары ведут себя иначе. Они не стремятся к отделению. Для них Россия не чуждая, а свое государство. Киев – один из источников русской культуры, но сама Россия начинается с Москвы, укрепившейся благодаря дружбе с ханами Золотой Орды. Мингу-Тимур выделяет из Суздальского княжества московский удел для Даниила, и с этого момента начинает строиться Москва. Затем подключается Иван Калита, который особенно дружил с Узбек-ханом и Джанибек-ханом. Жена Узбек-хана Тайдула считалась защитницей православных. Теплые отношения между Сараем и Москвой возникли потому, что ханы всегда привечали потомков Александра Невского. Но и Московская Русь еще не Россия ни в географическом, ни политическом, ни в этническом смысле. Россию от Московской Руси отличает территориальная экспансия за рамки исторических русских княжеств. Россия возникает, как только Москва начинает захватывать новые нерусские территории. Самой серьезной победой Москвы было покорение Казанского ханства в 1552 году. Первое иностранное и неправославное государство. До этого была Московия, Московская Русь, Великое княжество Московское, но не Россия. После взятия Казани появляется новое государство. С завоеванием татарского царства, пишет Соловьев, явился, наконец, царь на Руси. То, что было русскою землею, становится Россией, а по словам Карамзина, новою Россиею. Эта метаморфоза произошла в результате борьбы постзолотоордынских государств за оставшееся в Евразии татарское наследие. Князь Николай Трубецкой весьма категорично заявлял, что московское государство возникло благодаря татарскому игу. Московские цари, далеко не закончив еще собирание русской земли, стали собирать земли западного улуса Великой монгольской монархии. Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь явился наследником монгольского хана. Свержение татарского ига, в кавычках татарского ига, свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Даже персонально значительный процент бояр и других служилых людей московского царя составляли представители татарской знати. Конец цитаты. По этому поводу Петр Савицкий писал Льву Гумилеву: «Как известно, великорусское дворянство, сыгравшее огромную роль в создании великого русского государства, на 30, 40 и даже более процентов состояло из потомков татарских мурз, князей и слуг». В XVI веке преемственность татарских ханств и русского государства воспринималась вполне естественно. Ногайский бек Белек Пулат писал Ивану Грозному: «Белек Булат Мирза христианскому государю белому царю много-много поклон. В той земле он сказывается Чингизовым прямым сыном и прямым государем-царем называется,
а всей земли есть Идигеевым сыном зовуся, брат моей дервиш-царь, Чингимову сыну, белому царю, православному государю и жалостливому государю белому князю в ноги его пасти идем». Конец послания. Белек Пулад обращался к Ивану Грозному как к прямому преемнику рода Чингисхана, великого Зингис-царя, в прямой род счастливую государь еси. Похож пожаловать и пожалуешь, а не похож пожаловать и не пожалуешь. Иной взгляд на историю появляется много позже, после Петра, который разрушал любой намек на преемственность русских царей и татарских ханов. Факт завоевания Казани стал переломным в российской истории. Иван III порой в письмах называл себя царем, но этого никто не признавал на международном уровне, и он жаловался польско-литовским послам, что король Сигизмунд Август не признает его титулов и прав, а Иван Грозный вполне законно принял титул царя, ибо завоевал ханство, а титул царя соответствовал титулу хана. «Чужбину хвали, на родине живи» – татарская пословица.